Что такое туркменская тюрьма, на ваш взгляд? На мой взгляд, это, знаешь, не только туркменская тюрьма. Весь Туркмения тюрьма. Сама Туркмения тюрьма. Потому что он весь огорожен колючей проволокой. Весь Туркменистан. Что в тюрьме, что на воле у них одинаково. Жизнь первый раз видел такое беззаконие только в Туркменистане. Абсолютно беззаконие. Как заезжаешь вот на их территорию, то есть на их границу, сразу дай. Таможнику дай, доктору дай, всем дай, короче. Досмотрщику дай, всем дай. Первый пост дай 20 манат. Второй пост дай 20 манат. Вот до Красноводска 5 постов, вот из всех 5 постов дай по 20 манат. 100 манат. По нашим нынешним курсам это 100 манат, это около 10 тысяч. Тенге, да? Тенге. Это только на 200 километров. А мне надо ехать, вот только что сами видели. 2000. Да. 2000 с лишним километров. Почти 2500 километров. И там каждый пост находится каждые 50 километров. Вот сами посчитайте, сколько постов и сколько надо давать. У них коррупция стоит прям на первом месте. Я даже не, если бы сказал, что эта страна первым стоит в мире, да, по коррупции, я бы, наверное, тоже не ошибся. В тюрьме тоже деньги. Деньги, деньги, деньги. Налево, направо деньги. Лекарства были у вас в тюрьме? Лекарства я, короче, вот как сердечник, вот, да, вот у меня сердце больное, несколько раз обращался. У них кроме вот этого корвалола, даже корвалола не было. Как он еще? Валерьянки. Ничего не было абсолютно. Обезболивающих с корней нет. Они только зато продаются в зоне. Вот там один таблетка, там 5 манат, что ли. Это очень большие деньги. Для тюрьмы, да. Вот они продавали. Вот, например, врач даст там своему доверенному лицу, да, вот который там ходит тоже, знает его, да, он ему дает, тот продает, потом делится, он навар себе забирает, тот себе забирает, тот счастлив, это счастлив, короче, вот так вот. Как питание в колонии было? Питание, я скажу, ужас. Хотя 2 раза в неделю давали плов, а мясо, я не знаю, ишачье мясо или там, не знаю, что за мясо, такое было до ужаса, что невозможно его есть. Вот 2 раза только в неделю давала плов. А в остальные? Остальное время вода, картошка. Вода, картошка. Вода, Всё. картошка. Вода, картошка и все. Туркмен сидел за трамадол, Кызылорбатский, кстати. Короче, его избивали. А когда отец пришел, там отец, не знаю, учителем вроде работает или чем-то работает, короче, пришел, я, говорит, просил отца, говорит, чтобы он не уходил. Чтобы он не уходил, папа, не уходи, меня здесь убивает. Вот дубинками прям избивали, говорит, прям. Ноги, короче, везде, короче, почки. Вы даже что-то имя мне по телефону называли? Вепа. Вепа, кто это был? Это наркотдел, короче, там, типа, капитан юстиции, или там, не знаю, кто, как его называет. С какого города он? Я не знаю, с какого города, он в Балкане, короче, работает. В Балканском вилаяте, да? Он самый наглый, короче, мент в этом наркоделе, короче. Самый, который есть, вот, безжалостный, да, вот можно сказать. Вот, сразу что-то, сразу вот на избиение. Маньяк, да, одним словом, короче. И вот этот Випак, кстати, Сопромамета тоже, по-моему, допрашивал там что-то. Вот эта таблетка, кстати, он тоже ему подсунул, по его словам. Уже когда находясь в Акташе? Находясь, когда он его допрашивали, когда он просил таблетку. Мизим, ага. Да. Называть мизим, подсунул ему трамадол, короче. К туркам, к иранцам их консулы приходили? На зоне, короче, туркам я не знаю, вот иранцам каждые 2 месяца приходили. В Шагале? В Шагале. Каждые 2 месяца приходили, они молодцы, вот, интересовались, вот, как они там уживают, что с ними, там бьют ли, не бьют ли. А наш же консул, я его только, не консул, да, консул,
Я видел только в суде, и все. Больше я его не видел. За год. Потом, когда уже меня освободили, он типа, занялся моим депортацией оттуда. Тогда только видел тоже. Вот. А то, что касаемо адвокатов, их как они называют себя адвокатами, вот, они там вообще бесполезны. Никто их даже не слушает. Если они даже начнут много говорить, и может их тоже могут и посадить за то, что они много говорят. Необразованные их не вот это, офицеры, вот это, следователи. Как вот этот судья сказал, вот, когда мы спросили, а за что же прицеп конфисковали, потому что он является отдельным техником, отдельный документ у него. Вот. И в этом прицепе был груз специально предназначен Байрам Али, кстати, у меня имеется документы, да, вот, вам скажу. Вот. Официально, которые везли Байрам Али. В этом прицеп, как они принято у них считать. Наоборот, тут поддержите. Да, вот так он, извиняюсь. Как у них принято называть орудием преступления, как таково сигареты обнаружили в кабине машины, 63 блок сигарет у меня, а не прицепе. В прицепе был легальный груз, как я вам только что документ подтверждает, да? Вот. Его тоже конфисковали вместе с машиной. А когда спросили, почему же это так случилось, что прицеп не является орудием преступления, судья говорит, а и прицеп идет прицепом вот так. Я бы не посчитал, что это юридически образованный человек, потому что действительно он, наверное, где-то там Чабанов был, и взяли его там, купил диплом и посадили его там. И потом у них все решается за деньги. Любой закон. Даже вот по юридической стороне вот даже не удивлюсь, если они заплатили за то, чтобы прицеп отдали. Вот нам приходилось вот эту сигарету взять, раздавать вот это сигаретами, в каждом посту по 2000, по 2 пачки сигарет, по 3 пачки сигарет. Вместо денег, да? За вместе деньги, да, чтобы деньги экономить. Получается, что мы даже, вот нам давали долларами, да, вот туда, 700-800 долларов в одно конец. Вот на это 100 долларов, 200 долларов мы покупали сигарет, чтобы раздать там, да, вот в большом количестве, да, вот получится, например. Чтобы до конца доехать и обратно выехать. Если даже на заправку подъезжаем, да, вот заправиться, да, вот, больше 50 литров солярки не дают. Хотя там уже содрали, да, вот вы видели Да, тоже, да? да? И приходится опять же на сигареты менять. А на сигареты хоть они тебе тонну заправят. Понимаете? Вот поэтому нам приходилось... И все берут эти сигареты. Не только я один. Все водители. Кто туда заезжает. Потому что без этого никак. До места уже ты не доедешь. Столько денег тебе не дали. И потом приходишь, и от начальства тоже выговор получаешь. Почему? А куда ты эти деньги дел? Почему столько ты дал туда? Они сами не были в этом Туркмении, даже знать не знают, что такое Туркменистан. Поэтому им не понять этого. Я их тоже могу понять, потому что если бы я не был, тоже бы, да, сомневался, сколько я там деньги истратил. Я не знаю, что они там расследовали в этом 63 блок сигарете, что, блин, можно было 3 месяца его расследовать. Кстати, один раз даже был такой разговор, когда я пошел последний раз дело закрывать, и мы с ним как-то нагрубила этому наркоделовскому офицеру, что почему 3 месяца держали? 3 месяца, почему? На что он мне ответил, ты же не один, мол. Я как-то вот тоже вырвался от злости и сказал, ну, конечно, вы, да, пока вы весь Туркмению не посадите, вы же не успокоитесь. Вам надо всех посадить. Был еще один, вот когда как-то вот первый барак освобождали для иностранцев, которые сидели строгом, да, в Байрам-Али. Их пригнали. И опять же таки их обманули, что их отпускают, меняют, ну, то свою страну отпускают. Они приехали без ничего и закрыли, прямо, можно сказать, помещение. И они должны досиживать свои срока. У них нереальные срока, там 18, 20, 25 лет. Вы представляете, сидеть в одном дворе 15 лет. И потом те, которые сидели, где сидели в Байрам-Али, окажется, у них брали, не знаю, 10 тысяч долларов, что ли, они отдали, чтобы их не трогали, там, чтобы они там нормально жили, хозяину, да, типа вот, зоны Байрам-Алимского. Вот они хотели эти деньги вернуть, потому что они приехали без вещей, без ничего.
Вот. Люди же люди, да, хотят покурить, чай попить, да. Там на одном балансе сыт не будешь, и чай тем более. И был такой хайвай, они, короче, там за восток устроили. Это иностранцы. Начали резать себе вены. Это там- в CD было. Это был сиди, да. Это иностранцы резали себе вены, скрывались, животы резали, короче. Железяку глотали. Там что только не было. Это в каком месяце? Это было, ну, сейчас скажу где-то. Так, январь, декабрь, декабре, что ли? Ноябрь, декабрь 15 Декабре, года. да, декабре был, по-моему. Декабрь 15 года. Да, декабре был это, 15 год, да. И чем все закончилось? Ой, они загнали ОМОНов, там ломали, закрывали их там, короче, что только не делали. Потом уже, как бы до хозяина дошло, что это бесполезно, потому что они и заново скрывались. Не только один. Там один узбек был, смотрящий их, добился, чтобы те деньги им вернули, чтобы сам хозяин, по-моему, даже за свои деньги там покупал чай, этот, чтобы чтобы они успокоились, короче. Всех вытащили там. Ну, они требовали, чтобы им дали работу, что они не хотят так сидеть. Работали, чтобы и зарплату получать там какой-то, для себя, да, там, короче. Но этого они не добились, но добились того, что они им вернули эти деньги, те, которые забрали тем в зоне. Мгм. Религиозных людей много в тюрьме? Они с нами не сидели вообще. Ну, вообще, кто намаз читал, кто молился, такие были? Были. Ваххабисты с нами не сажали. Ваххабисты сидят, либо они обычно сидят или крытым, О, да. или особым. Если 3-4 там борода обнаружится, все, он ваххабист. Так считали. Да. Да, они так считали. Им не надо было доказывать ничего. Одно слово, только пальцем показать, что это он или ваххабист, или у него я купил трамадол, либо я купил у него трек, либо он, короче, меня ударил. Все, этого слова хватало, чтобы человека посадить. У них такой закон. Пальцем показал, все. Ты им на палец попал, все, ты уже 100% сядешь. А тут никто не уходил.